Привет, привет! Мы приехали в Леруа Мерлен. Это огромный строительный магазин. Вот такой вот большой. И мы сейчас пойдем за покупками. Так, Владимир Николаевич, нам нужна корзинка. Корзинка берется за деньги вот там, на корзиночной стоянке. У тебя есть 10 рублей? Нет. Давай. Хорошо, давай такой возьмем. Заходим. Здесь очень всегда много народу и очень много товаров. Очень много. Сейчас мы будем выбирать для меня товары и для Владимира Николаевича и общие товары. Вот здесь сейчас 8 марта, сегодня 7 марта, завтра 8. Всех с наступающим. Продают цветы. И вот на улицах мы видели вчера тюльпанов, получается, если, ну, допустим, будет 5 в упаковке, это будет стоить 250 рублей. А здесь, я так понимаю, по 148 тюльпаны, 5 штук букет, 148 рублей всего. И, естественно, я сейчас выберу себе тюльпаны. Хотя бы просто, чтобы они стояли дома в вазе, это всегда приятно. Я не спорю, мне могут еще хоть сколько их подарить, но... Мы на обратном пути возьмем их. Мы вначале купим все. Ну... А мы их просто запускаем. Их же сейчас... Ну ладно. Их же сейчас отберут у меня мои тюльпанчики. Так, здесь продают постельное белье. И стоит оно всего лишь 980 рублей. Полутораспальный комплект, двуспальный комплект 1180 рублей. И я считаю, что нам нужно бы выбрать неплохой комплект белья. Ну, смотри, Вот здесь уже есть снизу еще всякие простыни, еще что-то. Мы обязательно, если что, выберем. Сейчас тут свечи еще. Все, глаза разбежались. Столько всего. давай. У нас есть цель. Нам нужен чехол на диван. Это первое. Второе. Нам нужны угловые полки. Третье. Плечики обязательно. Это наши цели. И лампочки. Так, вот мир лампочек. Подожди. Подожди, не надо быть таким эгоистом. Давай по моим делам тоже сходим. Я хочу посмотреть, показать всем, какие тут есть прикольные вазочки. Вот такая вот вазочка стоит 285 рублей. Вот такая вот 528. Они очень красивые, геометрия. Вот. Побольше вазочки стоят 668 рублей. Они очень симпатичные. Есть, конечно, бракованные, поэтому обязательно смотрите. Есть вот такие вот декоративные вазы, которые можно использовать даже, по сути, как подсвечник. Вот такие вазы наполняют обычно камушками и даже иногда туда сажают золотую рыбку. Представляете? Здесь ваза всего 90 рублей. Вот вы спрашивали, где покупать дешевле. Ну, здесь действительно самые бросовые цены. Вот такая вот, тоже 90. Под тюльпаны, кстати. А нам нужно для тюльпана? А почему бы и нет? Ну, сейчас мы пока сначала должны, чтобы у нас глаза не разбегались, наши цели выполнить, верно же? Ваза Аннабель прозрачная, с косым срезом. Интересный вариант. Очень красиво. Вот такие вазы используют в ресторанах для того, чтобы здесь плавал в воде цветок. Такие тоже очень часто используют, они стоят 250 рублей. Их в ресторанах очень любят использовать. Это очень красиво. Можно бросать цветные камушки, наливать воды и бросать туда просто отрезанный от стебля цветок. Шикарно смотрится и даже дома. Помнишь, в Бау-центре я не мог выбрать... Фонарики для таблеточных свечей. И они, кстати, смотрите, металлические, со стеклом, очень шикарные и стоят всего 208 рублей.
подсвечник, фонарь. Это очень красивенько тоже. Мне нравится. Так, тут арома спрей, свечи. И вот смотрите, такой подсвечник универсальный. Потрясающий. 97 рублей. А с цветной ножкой 188. Вот здесь есть разные арома свечи по 201 рублю. А есть вот такие вот по 26, которые просто декоративные, ставят на стол. И свечи-таблетки, которые мои любимые. Они здесь, кстати, недорого стоят. Но, по-моему, дороже, чем в Бау-центре. Наверное, на 1 рубль или на 1 копейку. Вот эти вот по 66 рублей, я считаю, что это вообще даром. Вот такая свеча за 66 рублей даром. 100%. Я считаю, что надо обязательно ее взять. Давай сразу же. Вот, давай возьмем одну такую свечку. Персик. Персик. Почему персик, я не знаю. Просто у меня все как всегда. Тут вот огромное количество часов. И они все тоже стоят недорого. Если вы хотите там к своему дизайну там на кухне или в комнате добавить часы, вы вообще не ошибетесь, если придете в Леруа Мерлен. Вот мне нравятся вот такие вот, смотрите, для кухни вообще очень интересные часы. Будильники, всего полно. О, смотри, какая свеча тоже красивая, прям с кусочками. Очень шикарно смотрится. Идем дальше. Идем дальше. Ну, постельное белье, понятно. Надо будет повыбирать свой комплект, если захотим уже после всего пережить это. Зеркала, да? Да, зеркала настенные. 842 рубля. А вот в виде солнца 1654 рубля. Красиво. Красивая. Так, идем дальше. Рамки, картины, все это недорого. И есть вот такие вот декоративные штуки. Их очень часто любят вешать в кафешках для декора или в соответствующих домашних стилях, когда стиль, допустим, веселый, молодежный. 1100 рублей, да, стоит картина? Да. Вот такие вот по 717. Ну, считаю, что это дешево. Да, 1093 рубля. И на любой вкус. То есть вы можете выбрать здесь. Вот фоторамки есть. Фоторамки тоже недорогие. 125 рублей, 53 рубля. Я считаю, что это очень дешево. 70 рублей. И причем есть в разных цветах. Есть черные, есть белые и коричневые. Также вот видите, есть соломенный цвет. Цвет дерева такой натуральный. Есть темный деревянный, есть светлый. Очень симпатично. Есть очень большие рамки. Картины интересные. Прям вот на стену вешает, да? Приятно. Вот тут вот даже такая штучка из правила нашего дома. Мне нравится. Красиво. Идем. Так, тут у нас что? Пленка самоклеющаяся. Что-то обклеить можно. Здесь даже золотая. Хорошее утро наступает в обед. Наклейки, настенные наклейки. Мне нравятся вот эти коты. Прикольные. Меловая наклейка 254. Для записей. Прикольно. Мишка тоже для записей. Видишь? Можно мелом записать, потом стереть, опять записать. Все нормально. Фотообои. Ну, фотообои, конечно, в разных ценовых категориях. Каких только нет. Как бы. Море, природа, город. Здесь просто обои. Ну, рулоны мы рассматривать, наверное, не будем. Пойдем дальше. Тут однотонные. Симпатичные. Я люблю все однотонное. Мне нравятся вставки всякие.
вот, допустим, есть 1 тон, да, и какая-то дальше вот такая вот декорация. Мне это нравится больше, чем пупырки всякие. А как вам? Какие вам нравятся цвета, какие нравятся обои? Обои я смотреть не буду, нет смысла, знаете, вот перебирать рулоны и железяки тоже. Лучше посмотреть что-то, что интересно, что-то, что достойно того, чтобы это снять. Карнизы, обои, что-то. А вот шторки, это прикольно. Есть вот такие шторки. Кто любит шторки на кольцах, пишите. Потому что вот у меня их некуда реально вешать. Вот такие шторки. Но они стоят всего 837 рублей. То есть она симпатичная. Все, но куда же ее вешать? Да, качество хорошее. Если вы ее отгладите там и все. Ну, как бы она будет отлично смотреться. Здесь покрывало. Нам нужна чехол на резинке для дивана. И это лучше спрашивать. Вот тут пледы есть, да? Покрывало. Как оно? Вот, кстати, размер почти что наш у покрывала, да? Ну вот как оно выглядит? На резинке оно или нет? Давай посмотрим. Покрывало. Размер, говорю, наш. Метр. Ну, примерно наш. Мне только интересно, на резинке ли оно. Как выглядит? Нет, не на резинке, точно. Это вот просто края, покрывало. да, Тогда оно нам не подходит. Давай искать то, что нам подходит. Вот тут есть кофейный цвет. Вообще все цвета есть. 2875 рублей. И есть 2158 рублей. Но оно нам не подошло. Нам нужно на резинке. Давай искать дальше. Вот тут что у нас такое? Чехол написано. Не знаю, вот написано чехол. Нет, оно тоже не на резинке. А давай спросим у продавца. А вот это нет, это стеганое. Стеганое покрывало. Кстати, качество прекрасное, 1213 рублей. А приятное на ощупь, вообще очень хорошего качества. Честно говорю. Тут еще что-то даже как будто бы это с бантиком такой симпатичный. Да, давай узнай. Подушечки. Вот совсем недорогие подушечки. 300 рублей подушечки такие. Я хочу взять. Вов, 300 рублей подушка стоит. Ну, хорошо. Давай возьмем. Давай. Как же ее не взять? Ну и что бамбуковая? Я же беру все, что плохо лежит. Так, тут шторы на ленте. Кому нравятся шторы на ленте, пишите, потому что я вот их тоже не признаю почему-то. Так, плед фламинго, античная роза цвет. Античную розу не вижу, но это не на резинке. Как же найти на резинке? Искусственный мех. Неприятный, честно говорю. Забьется мусор туда и собачьи волосы. Так, что тут? Тоже фламинго. Ух ты, какие коврики. Коврики, кстати, добротные. Говорит, что нет в наличии, но давай поищем, может, есть. В наличии нет никаких пледов на резинке. А как одевать чехол на диван тогда? Как люди его надевают? Так, ты смотри в этом ряду, а я пойду в соседний. Ну, тут, по-моему, шторы. Угу. Да, шторы. Симпатичные. И подушки. Ух ты. Тюли. Тюль 980 рублей. 1495. Шторы. Вообще недорогие цены, очень даже. Подушечки вот такие. 288 рублей. Ну, такая. Провалится через 2 минуты, конечно. Знаете, такой комком становится, когда... Так, а здесь что?
гарнитуры. В основном те, которые у нас О, вот эти подушки называются подушка для медитации. Ну, на ней можно сидеть попой. Ее на стул кладут и везде. Вот она очень крутая. И вот такие вот все подушки. Кстати, они здесь просто даром, реально. Они у нас дома, их полно. Однажды Владимиру Николаевичу надарили. Моя мама подарила подушку такую. Еще там одна знакомая прислала прямо из Индии. И у нас теперь много таких подушек. Ну, это очень крутые подушки. На них очень удобно сидеть, даже просто на полу. А если на стуле, то вообще просто очень хорошо, удобно. Так, тут все-таки тоже шторы. Неужели мы остались без пледа? Это так обидно, честно. Вот есть плед, но он нам не подходит. И стоит он всего 163 рубля. Если вы хотите на пляж что-то себе купить или такое вот, ну, естественно, это очень дешево. На пляж ходить с таким пледом очень дешево. Вот тут, о, так, пледы. Куча пледов. Фланель. Надо искать. Владимир Николаевич не поверил продавцу и считает, что тут есть плед на резинке. Вот эти неприятные пледы, их невозможно использовать, к сожалению. Так, а это что? Тоже неприятный плед, совершенно неприятный. Но был бы на резинке. Нет. Карина все раскидала. Теперь после нее нужно работать. Вот этот неприятнее некуда. Я смотрю, ищу. Так, вот есть вязаный плед. Хочу взять вот такие штуки на стол. 133 рубля. А почему такие именно? Не знаю, есть. А у нас же дома полно порциоников. А, нет, это которые, помнишь, старенькие пластиковые. Ну хорошо. У нас. Я хочу их заменить. Посмотри вот этот плед. Есть ли в нем резинка? Может быть, есть. Нет, он вязан. Тоже нет. Он даже после одной стирки накроется. А вообще, как узнать, что плед на резинке? Может быть, спутник Ну, все равно же как-то указывают, наверное, на упаковке, верно же? Покрывало, хлопок. Просто без резинки брать бесполезно. Потому что, ну, Он, сразу по же крайней мере, все. специфически выглядит. Нету. Нету. Вот мы думали, что в Леруа Мерлен есть все на свете. Но нету всего на свете. Идем дальше. Нам нужны лампочки. Пойдем в лампочный отдел. Ух ты! Красота-то какая светодиодная. Разные огонечки. Лампочка светодиодная. Груша матовая, 50 рублей. Ух ты, сколько светильников. Обалдеть. Ого. Это уличные. Красота. Так, Карина попала в лампочки. Глазки режет. Ух ты. Ого. Настольные лампы. Рога. 10 тысяч. Вы купите рога за 10 тысяч? Я? Нет. Есть зайка.
А есть вот такая. У меня таких полно. Полный дом таких. Так. Ух ты, какие люстры. Я всегда прихожу, когда в магазин с люстрами. И все. Вау, какая люстра современная. Это прям обалдеть, если честно. Вам нравятся такие вот эти вот вообще светящиеся круги и палочки витые? Круто. Круто. Я в светящемся раю. Вот за 9942 рубля. Такая красивая люстра. Это сейчас модно, наверное, вот такими всякими вот, ну, такими штуками делать. Круто. Я бы обязательно купила, но мне пока не нужна люстра. Ха-ха-ха. А вот есть настенные чудеса. Сверкающие. Я потеряла мужа. Где же мой муж? Вот он. Ты нашел лампочку? С лампочками все хорошо. Вот она. Так, сколько Получается, стоит такая лампочка? Ой, я не помню. Это куда лампочка подходит? Это светодиодные из нашего гардероба. В гардеробную. Все поняла. Пойдем дальше. Я прошлась по светильникам. Такая там красота люстры. Для вашего дома прекрасно номер 21 и 22. Желаем вам приятных покупок. Уважаемые покупатели, для вашего удобства открыты кассы номер 21 и 22. Желаем вам приятных покупок. Спасибо. Здесь продается все для кухонь. Всякие штуки. Вот, например, чайники. Вот такой прикольный чайник стоит 2098 рублей. Красивенький, с пупочками. А это, который на газу нагревается. Плохого качества, кстати. Микроволновка. Теперь надо чуть подпрыгивать, чтобы это сесть. Резиновые штуки. Вы пользуетесь такими прихватками? Я нет. Это силиконовая прихватка. Она делает вот так. Скатерть, салфетка как раз на стол. А это хлебница. Она стоит 275 рублей. Это, по-моему, шлем космонавта, а не хлебница. Лопаточки. 140 рублей деревянные за комплект. Совсем недорого. Мойки. Мне нравятся каменные мойки и керамические. Краны. Пошли с той стороны посмотрим на краны. Вот есть смеситель за 1850 рублей и 1680. Это совсем даром, я считаю. Но есть смеситель вообще вот 828 рублей. То есть здесь цены всякие есть. Можно купить за 5000, да, 4890. Можно купить за 828. Все зависит от вашего кармана. Ну и качество будет соответствующее, естественно. Мне нравится вот этот. Симпатичный, черненький. Так, а это что? Что это? Сиденье для барного стула. Прикольно. Это на кухне, когда делают барные стульчики.
А вот здесь кухня показана как пример, да? Вот такая вот полка шикарная просто. Я люблю полочки. И показано, как вот, чтобы небольшая кухня была оформлена вместе с водонагревателем. А здесь тоже пример. И холодильничек сразу стоит. Вот такие вот всякие варианты. Вот это как раз доска меловая. Ты можешь стирать и писать все снова. Вытяжка. Мне нравится такая плита тем, что она просто моется. Но единственное, есть проблема, то что ее нужно протирать специальным средством, чтобы не было вот таких разводов. Тут разные газовые плиты. И всякие примеры шкафчиков. Вот есть еще один пример кухни. Чувствую, что ее уже присмотрели. Вот это для всякие подставки. Для вилок, ложек, там для губки, для всего. Всякие штуки. Нам же нужны еще контейнеры. Мы с тобой ведь помним об этом, да, Владимир Николаевич? И плечики. Так, мир ковриков. Как же я люблю разные коврики. Они такие красивые. Чувствую, что нам около унитаза нужен новый. И около ванны тоже нужен новый. Правда ведь? Давай подберем что-нибудь красивое. Нет. Не это. Нет. Сейчас я придумаю. Подожди. Нам нужны коврики для ванных. А это же все не для ванной. Где у нас для ванной? Это все коридорные, комнатные коврики. А где отдел для ванных комнат? Большая панда! Ура! Такая симпатяшка. Так. Где же коврики для ванных? Чувствую, что они где-то здесь. Но я их просто не вижу. Сейчас поищем. В прошлый раз мы здесь покупали. Нет, не здесь. В Бауцентре, по-моему. Или здесь. Не помню. Где же ванна? Коврики для ванной. Ку-ку. Слушай, так где-то просто мы потерялись, не можем найти коврики для ванны, и все. Ходим, бродим что-то. Они же отдельно всегда. Ну, видимо, не нашли мы. Шахриза. Почему они Шахризада не назвали? Здесь уже идет ламинат. Значит, мы где-то не нашли чего-то. Так, нам нужны эти короба. Надо искать. Ламинат. 198 рублей квадратный метр. Это очень дешево. Очень. Но у него толщина 6 миллиметров. Хочу вам посоветовать. Меньше 8 никогда не берите. Пустая трата денег. Здесь пакет изложен. Да, нам нужно найти контейнеры. И плечики. А скажите, где контейнеры, ну, для хранения и плечики? Здравствуйте. Здравствуйте. За кухню заворачиваете, идете прямо, и с левой стороны после отдела сантехника, отдел хранения. Там и плечики для хранения. Спасибо большое.
Вот нам сказали добрые люди, продавцы здесь очень вежливые оказались. Я считаю, что это уже путь к успеху любого магазина. Отдел хранения где? За сантехникой получается. Вот видишь, вверху краски, сантехника. Да, И за вижу. сантехникой идет отдел хранения. Отлично. Ты меня приведешь. Ой, штучки. Для вашего удобства открыты класс номер 21. Всякие стаканчики для ванной, мыльницы и всякие для зубных щеток стаканчики. Прикольно. 148 рублей вот такой стаканчик стоит. Симпатичный. А вот это для жидкого мыла. Всегда можно подобрать в цвет и к своему дизайну. Наши коврички для ванной. Красота-то какая. Сейчас найдем что-нибудь. Вот такой стоит 586 рублей. Симпатичный. Так, а здесь что? Более яркие. А вот такой вообще 395. Микрофибра. Так. Тут 1590 стоит. Так. 1100. Симпатичный. Нам нужен ли такой большой? Или ты хочешь, А как раз я тут все хочу выбросить и все. У нас лежал коврик. Мы его взяли и постирали в стиральной машине. И весь цвет у него пропал. Я считаю, что надо выбрать что-то интересное. Ну, такой будет. Ну, тогда их нужно два. Вот смотри, нам нужно около ванны положить и около унитаза обязательно. Это не будет по размерам. Какой же выбрать? Так, сейчас придумаем. Смотри, 318 рублей ты положишь около унитаза и около ванны. Да. Отлично. И недорого. Самое то. У нас очень маленькая ванна. Ну что, идем дальше. Выбрали коврик. Здесь отдел хранения. Нужно пойти. Он там. За сантехникой. Да, пошли. А, какие красивые штучки. Керамические. Ух ты, такая мыльница прям. А, какая симпатичная штука. Такой 158 рублей стоит. Тут еще смесители есть. Стиральные машины, унитазы. Так. Гель-концентрат для стиральных машин и ручной стирки для белых вещей. 150 рублей. Понимаешь, у меня немножко аллергия. Аллергия, все поняла. Ну, не аллергия, но такая реакция обычная. Полка угловая. Это то, что нам нужно. Полка угловая. Давай ее посмотрим наверху. Вов.
Она где-то собрана здесь наверху, смотри. Это стеллаж деревянный. А полки, изображения-то нет у нее? Ну давай посмотрим, давай ты ее снимешь, любую. Давай, снимай. Посмотрим, может быть, есть рисунок, как она выглядит в итоге. А как приколачивать? А ты сможешь зафиксировать? В нашем случае нет. Нет? А почему? Вот же саморезы. А? Она, во-первых, тяжелая. Там нужно в стену хорошо. А любую, как? Я же тебя попросила, говорю, давай купим угловую полку. Ты говоришь, давай. Может, переносную? Куда переносим мы ее? Как мы у Максима брали. Нет, я не такую хотела. Я на стену. А какую? Где? У Максима в комнате в углу. Я хотела зафиксировать полки, чтобы он мог ставить туда учебники. Давай посмотрим, может, еще что-то есть. Ну, хорошо. Какие-то другие варианты. Давай. Это достаточно тяжелое. Это же дерево, конечно, тяжелое. Вот наши секции для хранения, контейнеры. Так, а это ящик для игрушек. Ящик для игрушек, я думаю, что очень нужная вещь в нашем случае. Да, господи, девочка раскашлялась. Наши плечики. Так. Есть плечики металлические по 75 рублей. 5 штук. Ну и что ж, туда, это хороший вариант. Что еще? Эти по 305, но они для детей. Так, эти почем? Эти 292 рубля, 6 штук. А, не хочешь пластика? Зачем тебе деревянный? Почему ты так плохо относишься к дереву? Скажи мне, пожалуйста. Я металлические уже взяла. Эти порвутся через 2 минуты. Бери. Вот эти стоят 4 штуки 46 рублей. Эти за 3 штуки стоят 134, но они очень ненадежные. Все, плечики мы выбрали. Да, мне нужны коробочки, но я пока не могу подойти из-за девочки туда. Она явно с инфекцией, и мне не нравится это. Так. Кто это там? Это дверки. Может быть, тут есть какие-то полки. Так, столик. А, это банкетка. Обувница. Я не могу понять, это Так, тут комплект ящиков, состоящий из 3. Отлично. Возьми вот этот комплект ящиков. Он состоит из 3. Пойдем еще посмотрим ящик. Так, что у нас тут еще есть? Очень важные вещи. Такой 130 стоит. Такой 107, этот 178.
Что еще? Тут есть с сеточками и крышками. Есть вот такие корзинки плетеные. Нет. 720 она стоит. Так, что еще с полочками у нас? Так, вот шкафные полки. Бубницы. Эта вот штука крепится железная на стену, и на нее уже можно любые, какие хочешь. То есть очень удобно. Тут уже двери пошли. Так, что мы придумали с тобой? Я сегодня смотрела видео по поводу секции для хранения. Как организовать дом так, чтобы у тебя был порядок. То есть нужно обязательно покупать вот такие вот контейнеры, как мы выбрали. Это очень удобно. Туда складываются все более-менее мелкие предметы, и ты не мучаешься, как говорится. То есть, конечно же, когда у тебя много разных вещей, их нужно как-то организовывать 100%. И когда ты их организовываешь, ты очень сильно радуешься по этому поводу, потому что если ты разбрасываешь все по всему дому, то вокруг полный бардак, да, и не можешь сосредоточиться, и ничего. И самый лучший способ — это просто составить все правильно. Вот есть такой стеллаж. Сейчас спрошу Владимира Николаевича. Может быть, можно тогда купить стеллаж. Может быть, мы купим стеллаж. 1776 рублей. Ты сможешь стеллаж? Видишь, как он... Ну, пойми, что чтобы мы не купили, это нужно будет закрепить. Даже если ты не закрепишь, ты поставишь его к стене. Я смотрю, вот думаю, как он будет выглядеть там. Нормально будет выглядеть. Нам некуда складывать вещи. Некуда складывать книги. Куда мы еще должны складывать? Вот. Это... Но его уже некуда действительно ставить. Хотя этот тоже очень удобный, конечно. То есть, по сути, ты дома ничего вообще не можешь повесить, верно? Могу. Так, с помощью чего? Так, и мы с тобой хотели поговорить про стол. Что? Стол. Стол, да. Стол. Этот стеклянный, конечно. Есть вот такой стеллаж. Давай так. Давай, пока мы не будем покупать, мы подумаем, как ты сможешь, не сможешь. Вот хороший стеллаж за 2407, белый. Вот он мне больше нравится всего. Давай мы его параметры 201, 40, 28 ширина. Но это придется 2 раза ездить, и ты истратишь просто больше стеллажа на такси.
Мне нравилась идея об угловых полках, но почему-то ты ее не поддерживаешь. Не знаю почему. Одна полка весит килограмм 20. Ну, не 20, образно говоря. Около больше 10 килограмм, наверное, она весит. Так, а это что такое? А, это крышка от пуфика. Ну хорошо, давай в следующий раз тогда выберем, раз ты не можешь пока. В следующий раз, хорошо. Так. Нам нужно еще. Что-то мы еще хотели купить. Я хотела купить мусорное ведро для детской комнаты. Давай пойдем потом разделаем. Так, корзинка для мелочей. Обязательно возьму. Всего 30 рублей стоит. Поможешь? И мне нужно мусорное ведро для детской комнаты. Ты не видишь, где мусорные ведра вообще, в принципе? Так. Здесь их, наверное, нет. Или есть? Вот ведро какое-то стоит. Нужно взять, ну мне бы с крышкой, конечно. Для пола, да. А это что такое? А это что такое, не знаешь? Органайзер, переноска салатовый. Вот он дальше, а это белый. Вытащи мне вот эту штуку белую. Органайзер переноска. Это для средств. А мне подходит для других вещей. Но и для средств это очень хорошо в ванну даже, вот, если честно. Составлять все флакончики туда, санокс и тряпки, и все это, губки. Очень удобно. Давай несколько возьмем. Это очень крутая штука, я тебе скажу. А они одинаковые. Одинаковые, да. Так, ищем ведро. Ищем ведро. Где тут может быть ведро? Хоть одно. Ну, ха-ха-ха. Мой муж не любит магазины. Я тоже не люблю. Что делать? Где же тут может быть ведро? А не подскажете, где можно купить мусорное ведро? Здравствуйте. А для чего можно? Для кухни? Ну, неважно. Комната, кухня. Если возить для кухни, нужно в отделе кухни будет. Если для ванной комнаты, в отделе сантехники. Спасибо. Для кухни в отделе кухня, для сантехники в отделе сантехника. Ну, давайте купим для кухни. Нам же надо в комнату. Ведро в комнату. Где же ты? А это краски. Так. Мы запутались. Плитка. Ладно, лучше зайти в сантехнику и там найти ведро. Вообще не думала, что ведра очень отличаются друг от друга. Ну, наверное, все-таки отличаются как-то. Сейчас узнаем. Сколько ж тут... Смотри, сколько всего. Вот эти штуки я из Китая выписываю. Ой, я не могу. В 2 раза дешевле. Вот эту штуку мне надо 100%. Подожди, надо посмотреть, она не сломана. Ой, аккуратно. 253 рубля. Это для для косметики и всего-всего. Так, это мы взяли. Класс. Это вообще очень крутые вещи, если честно. И очень нужные. Для всяких штук, флакончиков и всего-всего-всего. Это все очень нужно.
Вот контейнеры для мусора. Есть маленькие, обязательно куплю вот такой, 98 рублей. Симпатичный. И есть, нужен большой еще обязательно. Вот нам корзинки-то не хватало. Ух ты, есть еще одни полочки на колесиках, но у нас такие уже есть. А вот эти угловые полки, о которых я говорила, но их не присобачить никуда, их только опять же на колесиках. Вот они, да, мы их покупали, вот такие вот есть одна уже. Не подходит нам такая, у нас уже есть. Так. Хорошо, нужно переложить. Да, нужно переложить. Я пока пойду поищу ведро. Где же... О, ух ты. А это что? Это для бани. Здорово. Красивые вещи для бани. Так. Где же может быть мусорное ведро? О, наконец-то я нашла мусорное ведро. Какое счастье. Так, а мне нужно... А вот есть корзины вот такие. Очень быстро. Так, а это что? Чем тебе это не нравится? Крышки нет. Я хочу с крышкой. Вот, типа такого вот. Наверное, такой надо брать. Ты-дын! Сомневаюсь, что она будет хорошо работать и долго. А это сколько стоит? 595. Это дорого. Я хочу подешевле. Ну, это сломается, это долго не будет. Хорошо. Эти тебе тоже не нравятся? Просто ведро с крышкой. Можно? Достань мне, помоги, пожалуйста. Какой из них? Вот это? Ну, это полная крышек, поэтому, наверное, не стоит. А вот которая в нем... Давай я подержу. Выше. Вот оно. Само по себе. Вот. Пойдет же? Да, конечно. Нужно вытащить оттуда пенопласт и взять крышку. Вот оно обыкновенное. Все. Нормально. Да, подходит. Для комнаты самое то. Да. Что по плану у нас? Все, мы будем выходить. Ну, взять во вторую руку. Да, я с удовольствием, мне пока нет. А сейчас? Есть. Пойдем? Так, мы начинаем выход отсюда. Потому что мы замаялись. Мы час находимся в магазине строительных и всяких бытовых домашних товаров, и у нас уже едет крыша. Действительно едет так. Где выход из этого места? Направо. Налево. А что такое право, лево? Я вот вообще не знаю, где Давай это. выйдем, Где-нибудь. да, пройдем в столярную. Где же мы выйдем? Давай столик здесь Мы заблудились. Столик нет, нет сил. Где столики вообще есть? Ты видел их? столярные изделия. Ну, пошли посмотрим, хорошо. Может, они есть. Да, пошли. Посмотрим столярные изделия. Мы вроде бы здесь были. Мне жарко. Плохо. Я устала. Кто первый застонал? Карина. У кого больше выдержки? Вот кафе направо, а мы... Так тут двери. Мне кажется, тут нет столов. Да, конечно, не здесь. Ты чего? Нет. Мне кажется, мы сейчас не найдем, мы устали, мы вымотаны полностью. Да. Бау-центр. У меня уже один глазик дергается. Так, а тут что? Черепица, строительные материалы, электротовары. Мужская
штука всякая. Кассы, наконец-то. Спасите меня. Я устала. Тут вот есть даже еще какие-то пылесосы, насосы. Даже каски есть оранжевые. Так. О, счастье-то какое. Надеюсь, мне цветы хотя бы купят. Ты не забыл про мои цветы? Идем за цветами, да. За моими. Столько людей. Тут вот орхидеи опять продают. У нас везде постоянно продают орхидеи. У вас в городе продают орхидеи везде? У нас тут постоянно. 390 рублей. Ну и разные другие цветы. Их просто очень много здесь. Очень. Откуда-то пахнуло алкоголем. Кто-то уже отмечает. Кто-то отмечает. Ищем цветы для меня. Так, эти по 266. Я хочу купить за 148 специально. Держи. Так. Так. Выбираем. Странно, что тут нет воды. Их без воды, что ли, держат? Или они выпили, бедняжки, уже всю воду. Вот эти возьму. Да. Все, мы выбрали. А нам не нужен маленький цветы ставить, маленький под них. Хочешь вазу купить? Да, вазу. Давай купим вазу. Вазон. Давайте купим вазон. А может тут есть на резинке эти? Вот, подожди, это не оно? Не знаю. Тут же не написано. Простыня на резинке. Может мы возьмем тогда простыню на резинке? Вот еще одна простыня на резинке, видишь? Ага, вот трикотажные. Что? Ага. А махровую не видели? Махровый нет. Тут Нет. сатин. Сатин. Трикотаж я видела, а махровый нет. Спасибо. Так, ну тогда осталось выбрать хотя бы простыню на резинке. Потому что нам что-то нужно, типа чехла, все равно. В любом случае. Так, вот наш размерчик, я так понимаю. Так, а тут что? Что? Есть вообще недорогие, только вот не пойму. А, это 140 на 2. Так, я поняла. $160 на 2,15, по сути, тоже наш, да. Так, 180 на 2,15, великовато получается. У нас вообще 160 на 190 диван, по-моему. Вот так как-то. Так. Сейчас. Какая-то какая? Так, тоже 180. Так, а это что? А сколько такая стоит? Есть серый цвет.
Так, такая. И вот такая. Возьмем 2 штуки и посмотрим, что будет. Вот так я считаю. Ты выбрал вазу? Нет. Ну тогда вот так пока это. Сейчас, минутку. Все, пошли на кассу. Не на резинке. Как не на резинке? Это обычная простыня тут взяла. Да что ж такое-то? Сказали все на резинке. Каждый ошибается. Бери. Давай. Я опять ошиблась. Теперь мне нужно снова искать простыню на резинке. А как узнать, какая она? Вот, на резинке. Ну, то есть та, которую выбрала, тоже на резинке? Странно. Ха. Нет, они здесь. Вот, прям написано на резинке. Просто какие я взяла, почему-то мне попались не на резинке. И это верх... Вот на резинке, видишь? А какая здесь на резинке? Покажи. Набор весь. А вот набор на резинке. Так, вот какой размер получается? 140. С этой стороны. Я смотрю размеры. 140, 140. А мне же надо не 140. Вот я одну нашла. Размер 160. Но цвет мне не подходит совершенно. Вот 180 на 2. Это ребенку, наверное, подойдет, да? Да. 180 на сколько? На 2. Это нам может подойти больше. Но она же велика, наверное, будет, нет? Может. Вот есть 2 на 2 вот это. 2 на 2 совсем большая. Давай вот так. Так, а где 160? Не видишь 160? 180, 180. Это же как мне надо лазить? Все 180. Все, давай вот эти 2 возьмем и проэкспериментируем дома. Все? Наверное, нужно камеру выключать. Нужна будет... Да. И мы выключаем камеру. И всем пока. Мы все закупили, что могли. И до новых встреч.